На этой неделе мы простились с легендарным кардиохирургом Ринатом Сулеймановичем Акчуриным. Ему было 78 лет. Совесть медицины, рыцарь в белом халате – это все о нем. Его называли гением и новатором, человеком с золотыми руками и горячим сердцем. Сердцем, которое он чинил, когда, казалось бы, пациента могло спасти только чудо. Он первым стал применять высокоэффективную микрохирургическую технику при операциях на артериях. Это позволило спасать тех, кто считался неоперабельным, и значительно снизить смертность. Его ученики живут по всему миру. Многие из них остались в Татарстане и продолжают дело своего наставника. Соболезнования супруги Акчурина направил и раис республики. Он отметил, что технологии Рината Сулеймановича позволили спасти тысячи жизней, послужили качественному развитию трансплантологии и кардиохирургии в России. Жизненный путь Рината Сулеймановича стал ярким образцом высокого и преданного служения людям, родному отечеству и избранному делу, говорится в телеграмме. Владимир Путин назвал вклад Акчурина в медицину уникальным. Тысячи людей, которым этот выдающийся врач помог сберечь здоровье и жизнь, его коллеги и ученики, родные и близкие, все мы сохраним светлую память о замечательном человеке и настоящем подвижнике, подчеркнул президент страны. Академик РАН, автор и соавтор более 450 научных работ. Он стал широко известен в 1996 году, когда провел успешную операцию на открытом сердце первому президенту России Борису Ельцину. Но на самом деле это лишь одна из многих жизней, спасенных выдающимся врачом. Ринат Акчурин брался за самые безнадежные случаи. Его операции без стеснения называют искусством. Настолько филигранно они были выполнены. В медицинском сообществе существует даже такой термин – «шов Акчурина». Диляра Юсупова подробнее о пути врача, который заставлял биться сердца. Архивные кадры доктор Акчурин показывает свою ежедневную работу. Операция, врачебный консилиум, обход пациентов. Непреложная истина от Акчурина. Операция окончена, но не работа хирурга. Для врача все только начинается. Есть молодежь, которая приходит, отстояла в операционной на крючках и пошла куда попало. А есть такие, которые отстоят в операционной, посмотрят, как ты оперируешь, а потом посидят еще с этим больным 2-3 часа, потому что первые 2-3 часа они критичны. Надо смотреть за этим больным, не потечет ли он. Знаете как, это же все-таки шитье ручное. Никакой музыки во время хирургического вмешательства. Полная сосредоточенность укладывается в простую формулу – тело, разум, дух. Главное, чтобы ты пришел на операцию спокойнее. Тебе надо переживать стресс как-то. Как? Я не знаю, как успокаиваться. Если тебе с утра сказали, что ты с завтрашнего дня уволен, ты все равно должен пойти сделать операцию. Он родился в Узбекистане, татарин по национальности, язык не забывал. Дома говорили сразу на двух, а мама с детства рассказывала про родной край. Всю жизнь мама мне рассказывала, как ей хорошо было в Татарстане. Как ей хорошо было в татарской деревне. Что такое выйти на улицу, босиком пробежаться по снегу. Дома говорили или по-русски, или по-татарски. И тот, и другой язык приветствовался, и никто ничего не говорил никогда. Наверное, это хорошо, что мы говорили на 2, на 3 языках. И это совершенно не ущемляло никого. И, в принципе, я очень много еврейских слов знаю, потому что соседи были евреи. Армянские слова знаю, потому что были и армяне соседи. И какая-то такая интернациональная среда была. Никогда никто не говорил никаких плохих слов против какой-то нации. Не принято было. В Татарстане он бывал часто. МКДЦ в Альметьевске пережил трансформацию именно благодаря Акчурину. Он увидел устаревшее оборудование и осмелился обратиться к тогда президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Они вместе перевернули всю больничную систему. А это БСМП в Набережных Челнах. Большая история в мини-фотокарточках. Прошлые 80-е, бедные 90-е. В 2011-м Акчурин проводит здесь первые 3 операции по аортокоронарному шунтированию, дав мастер-классы местным специалистам. Это было буквально грандиозно. Отцом кардиохирургии нашей больницы мы называем Рината Сулеймановича Акчурина. Вы видите здесь на этой экспозиции его фотографии, потому что первые операции на сердце, то есть в рамках мастер-классов, были проведены именно
академиком Ринатом Сулеймановичем Акчуриным, его командой. И, собственно говоря, это положило начало большой истории кардиохирургии в нашей больнице. На ваших глазах проходит сложнейшая операция на сердце. Его ученики по-прежнему здесь. Здесь по совету самого хирурга. Челнинская БСМП – единственная государственная больница в России с международным стандартом качества. Они все еще помнят этот легендарный шов Акчурина. Я научился от него отношению к пациенту, да, и насмотрелся на его технику вот этого точечного шва, прецизионность. Он был большой авторитет в своей области, и память о нем будет достаточно долго с нами, со всеми быть. Группа его учеников возглавляет уже и где-то стационарная кардиохирургическую помощь в 7-й горбольнице, в Альметьевске. Коронар поставьте. И, знаете, это не просто так. То есть это большой кропотливый труд, который Ринат Сулейманович успел при своей жизни создать, учеников вырастить. И сейчас все это работает на благо наших пациентов, нашей республики, нашей страны. Без призвания хирургом быть нельзя. Хирург, учитель, художник, пианист, музыкант. Призвание, он не может другим заниматься, не хочет и не будет. Будет стараться здесь работать как-то. Микрохирургическая техника при операциях на коронарных артериях, которую он внедрил, позволила спасать пациентов, считавшихся неоперабельными. В 1996 году он провел успешную операцию на открытом сердце президенту России Борису Ельцину. И этим запомнился всей стране. Сегодня утром Ринат Сулейманович снял швы, так что, рассчитался со мной, всеми нитями. Об этом сам Акчурин упоминал редко, что такое, пусть даже крупная политическая фигура на фоне тысячи спасенных жизней. Бывало всякое. В моменты отчаяния помогало что-то, что он сам не всегда мог объяснить. У меня были ситуации, когда я не понимал, почему у меня умирает больной. В течение дня не понимал. Я до позднего вечера вставал к столу, что-то переделывал, что-то добавлял, что-то убирал. И однажды, пока мыл руки, думал: боже, неужели нельзя этого человека спасти? Столько народу работает. Просто так подумал. Захожу в операционную. Мне анестезиолог говорит: он пошел. Все работает. Все стабильно, все хорошо. Ничего не надо делать. Я подошел, посмотрел, действительно все в порядке. Может быть, это как молитва, может быть, мне кто-то помогает. Вера – это такой тонкий вопрос, которого трудно касаться, и показывать его никому не нужно. Вы знаете, в чем отличие Бога и хирурга? Бог точно знает, что он не хирург. Известен он был не только в России, но и за рубежом. В 1984 году был направлен на стажировку в клинику американского хирурга Майкла Дебейки в Хьюстон. Коллеги до сих пор говорят, еще неизвестно, кто у кого учился, он у Дебейки или Дебейки у него. Он разрабатывал свой стабилизатор миокарда, оперировал пациентов на бьющемся сердце. Это были тяжелые пациенты, которым было противопоказано проведение искусственного кровообращения. Он, конечно же, виртуоз хирургии и, наверное, ни с кем не сопоставим в мире по виртуозу. Он мог приехать домой, не начав еще ужинать, уже позвонили, и скорая за ним идет. То есть после целого рабочего дня он пошел в ночную смену. Акчурин – это не только про медицину, фигура века, и даже у самого большого человека есть маленькие радости, дом, в котором он так мало проводил времени, вероятно, от того на фотографиях он самый счастливый дед на свете. Вот это моя первая внучка, Настенька. Я вообще здесь похож на Мадонну. Вот улыбка Мадонны, чистой воды. Я когда на себя смотрю, я думаю, я прямо растаял там в ней, действительно растаял. Неудивительно, что его так любили больные. Для врача тяжелейший труд несет радость. И рядом с ним каждый пациент начинал верить. Бояться не нужно. Всего за полчаса у его ног выросла гора цветов. А прощающихся меньше не становилось. Они шли и шли. Благодарность за то, что, излечивая сердца, растратил свое до конца. Человек, который всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину. И
Важным является то, как о нем отзывались люди, то, как его воспринимали люди. Это человек, который шел вперед, человек открытый, человек, достигающий результатов. Никогда не ставил себя выше кого-нибудь другого из оперирующих его, вот этого даже, скажем, такого степени. Это говорит о том, что он был, конечно, удивительно одаренный человек во всех отношениях. Его запомнят как мастера с неповторимой манерой, сдержанный и при этом полной энергии, и человеком слова, и, похоже, ему удалось выполнить обещание, данное самому себе. Интуиция развита у того, кто умеет вовремя сбежать с корабля. Меня вряд ли. Нет, я буду скорее до конца уже бороться. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней.